Одно неосторожное движение водителя КАМАЗа оставило нижнекамцев без трамваев. Весь городской железнодорожный электротранспорт встал из-за обрыва питающего провода. Там, где автомобильная дорога пересекает рельсы, линии электропитания расположены высоко, и грузовики проезжают под ней спокойно. Но на то, что сделал водитель самосвала, проектанты не рассчитывали. Алсу Ахмедзянова с подробностями. Да вот не знаю, куда идти, туда идти, сюда идти. Планы и надежды успеть по своим делам сотен нижнекамцев сегодня оборвались вместе с проводом питания электротранспорта. Все трамваи в городе встали прямо посреди рабочего дня. Не сказали, как долго стоять-то будете? Не знаю. Придут, сделают. Вон же, приехали уже. Аварийная служба оперативно выехала на место. Специалисты быстро приступили к устранению аварии. Причиной обрыва провода стал вот этот КАМАЗ, вернее его водитель. В момент пересечения трамвайных путей мужчина поднял кузов. Как потом сказал, случайно. Как итог, все пассажиры в одно мгновение превратились в пешеходов. Никто не пострадал, трамвай остановился, мы все вышли, побежали все по своим местам. А как вот сейчас добираться будете? Ну вот, пешком. Они сказали, в общем, подождите, где-то 40 минут, будете энергии. Прибывшие автоинспекторы оформили протокол в отношении горе-водителя. Вину свою он признал. Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Движение по 6-му маршруту удалось быстро восстановить, а с двойкой пришлось помучиться. Уже известно, что электротранспортное предприятие будет подавать иск на возмещение ущерба. Это и возврат денег пассажирам за билеты, и 1,5-часовой простой трамваев, и поломка одного из вагонов. Точную сумму убытков сейчас подсчитывают. Алсу Ахмедзянова, Айгуль Яблонская, Булат Абульманов. Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.